Рабочие инструменты, грабли, лопата и нават пила. 17 красавіка жыхары района долучилися до республиканского суботника. Яго мэта зрабіць город и район чистыми и пригожими. У кожной организации свой фронт работы. С самого ранку мужчины, якія працуюць у райвыканкаме, разом с супрацоўнікамі инспекции природных ресурсов и аховы навакольнага асяроддзя вышли на посадку сосновой аллеи. Каля сотни молоденьких дрэўцаў цяпер упрыгожваюць тэрыторыю вакол дома нумар 39 по улице Интернациональной. У гэты ж час жанчыны наводили парадак на кветниках побач с будынком райвыканкама. Субботники уже проходят много лет, и каждый год наводится значительный порядок на конкретной территории административной. Сейчас мы находимся на посадке аллеи в новом нашем микрорайоне. Несомненно, когда вырастут эти сосны, район заиграет другими красками, и по-другому будет все это смотреться. Хотелось бы обратиться к нашим жителям нашего города, вообще нашего района, что надо принимать более активное участие в наведении порядка, в первую очередь возле своих домовладений. Только вместе мы можем создать вот этот уют, чистоту, комфорт для нас же самих, для наших детей, для наших потомков. Год 2021 объявлен годом народного единства, и по инициативе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды проводится очень много мероприятий, посвященных этому событию. Жители города Пружаны и районные службы делают благое дело, озеленяют вот наш микрорайон Северный. Озеленение будет продолжаться до конца апреля. Призываем жителей города Пружаны, всех желающих, волонтеров, неравнодушных людей поучаствовать в этой акции, и вместе сделаем наш город зеленым, красивым, благоустроенным. Агульная справа по навядзенні парадку здолела аб'яднаць у гэты дзень жыхароў усяго района. Так работнікі белавежскіх він прыбіралі тэрыторыю каля гаражных кааператываў по вуліцы Кобрынскай. Культработнікі прывялі ў парадак будынак флігеля ў гарадскім парку і тэрыторыю вакол яго. А вось медработнікі разам з супрацоўнікамі цэнтра гигиены и эпидемиологии посадили туи каля аптеки «Бальзам». Хорошо, что принимают участие в этом субботнике люди разных профессий, в том числе и медики. Мы немножко отвлекаемся от своей работы, плюс приносим пользу городу, стране. И, в общем-то, даже погода нам помогает в этом, несмотря на то, что как бы казалось, что все будет плохо, и прогноз погоды был неблагоприятный. Но все хорошо, у нас получается, мы работаем с удовольствием. Я думаю, что это будет польза большая. Не забыли падчас суботніка навесці парадак на памятных месцах. У скверы Гудзімава у райцэнтры шчыравалі работнікі камунальніка, Белтэлекама, завода радыёдэталей, ваенкамата, а таксама навучэнцы каледжа. Дзякуючы плённай рабоце падсыпаны і выраўнены газон, пракладзена пешаходная сцяжынка, усталявана святлодыёдная падсветка. Таксама пафарбаваны военные экспонаты, обрезаны и вывезены галины дрэў, прибраны хмызняк и подрыхтована земля под кветники. Участие субботника, конечно же, важно, имеет большую роль для нас, потому что мы наводим порядок, как бы благоустраиваем город, и, соответственно, это будет со временем выглядеть красиво для жителей города. Необходимо, чтобы поддерживать чистоту и порядок в городе, чтобы все люди к этому присоединялись. Город чистый, но жильцы не всегда эту чистоту поддерживают. Всякая работа, которая проводится, такая она значима. Тем более такая в этом парке Гудзімава, для того, чтобы здесь, наверное, было красиво, когда приходила молодежь, патриотически воспитанная. Молодежи, наверное, больше выходить на свежий воздух, больше заниматься не только компьютерными играми и так далее, но и где-то участвовать тоже в таких же мероприятиях, помогать старшим в этом деле. Не засталіся ўвакол суботніка і супрацоўнікі раённых будняў. Калектыў рэдакцыі дапоўніў новымі дрэўцамі сквер, закладзены да 80-годдзя газеты. Людзі трапна заўважаюць чыстані там, дзе прыбіраюць, а там, дзе не смецяць. Таму адказнасць за чысценню і парадак у горадзе і раёне ляжыць на кожным жыхары Пружаншчыны. Уладзіслаў Шпарла, Кацярына Масік, раённыя будні.